Группа спасателей Таджикистана возвращается из Турции. Глава МИД Кыргызстана рассказал о нынешних кыргызско-таджикских отношениях. В Турции и Сирии число жертв превысило 48 тысяч человек. Байден в Варшаве заявил, что Россия никогда не победит в Украине. Группа спасателей Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана возвращается на родину после участия в поисково-спасательных работах в Турции. Как сообщили в КЧС Республики Таджикистан, как ожидается, самолет с таджикскими спасателями на борту приземлится в Душанбе в ночь с 22 на 23 февраля. По словам источника, спасатели успешно выполнили свою миссию, активно участвуя в поисково-спасательных работах в турецких провинциях Кахран-Мараш и Хатай. Напомним, что 9 февраля текущего года в Турции была направлена группа спасателей медперсонала КЧС Таджикистана в составе 50 человек. Поисково-спасательные работы спасатели начали в Кахран-Мараше, наиболее пострадавшем в результате разрушительного землетрясения. Затем таджикских спасателей перебросили на другой участок в Хатае, где также проводились поисково-спасательные работы. Всего за время своей миссии спасатели из Таджикистана вытащили из-под завалов более 200 тел погибших и несколько живых людей. Спасатели КЧС Таджикистана поблагодарил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр национальной обороны Турции Хулуси Аскар. По словам главы МИД Кыргызстана Жээнбека Кулебаева, посольство Кыргызстана в Таджикистане работает в обычном режиме. Был момент, когда связь оборвалась, наших дипломатов никуда не пускали, но сейчас стало легче, работа идет, сказал он. Чиновник считает, что его ведомство принимает все меры по урегулированию ситуации на кыргызско-таджикской границе. Вы знаете, глава Таджикистана в июле посетил Кыргызстан, проведены переговоры на высшем уровне, договорились о прекращении противостояния. В сентябре ситуация обострилась. Если бы все проблемы решались после соглашения пожатия рук, мир жил бы в блаженстве, сказал он. Жээнбек Кулебаев отметил, что у внешнеполитического ведомства есть все возможности защитить интересы и суверенитет страны. Мы ведем внешнюю политику, защищая интересы республики наравне с партнерами, не допуская вмешательства в наши внутренние дела со стороны, подчеркнул он. Министр также сообщил, что вопрос открытия консульства в Худжанде будет обсуждаться с Таджикистаном после согласования кыргызско-таджикской границы. Количество людей, погибших в результате землетрясения в Турции, увеличилось до 42 310 человек, сообщает об этом Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий. В ведомстве заявили, что из зон землетрясения эвакуировано 448 018 человек. Общее число погибших в Сирии достигло 5800 человек, включая погибших в повстанческом анклаве и в районах, контролируемых правительством. Но там число жертв не менялось уже несколько дней, пишет Аль-Джазира. 19 февраля агентство по чрезвычайным ситуациям при МВД Турции сообщило о завершении спасательных работ в 9 из 11 пострадавших от землетрясения провинции. Работы продолжаются в наиболее пострадавших провинциях Кахран-Мараш и Хатай. Ранее, 20 февраля, на юге-востоке Турции произошло еще новое землетрясение магнитудой 6,4 и еще несколько менее мощных. По последним данным, в Турции погибли 6 человек, пострадали 562 человека, в Сирии 5 человек погибло и более 500 человек пострадало. Президент США Джо Байден заявил в ходе выступления в Варшаве, что Киев твердо стоит через год после начала вторжения России в Украину, а российский президент Владимир Путин недооценил украинцев. Год назад мир ожидал падения Киева. Я могу сказать, он стоит, он сильный, и самое главное, он свободный. Начал свою речь у Королевского замка в Варшаве Байден, передает BBC. Он заявил, что аппетиты автократов невозможно умиротворить, им необходимо противостоять, а война в Украине никогда не завершится победой России. А Россия никогда не победит в Украине, никогда, сказал Байден. Эти слова толпа встретила аплодисментами. В своем выступлении Байден подчеркнул, что Запад не собирался нападать на Россию и не стремится установить контроль над ней и предостерег Россию от нападения на страны-члены НАТО. Говоря о Владимире Путине, Байден повторил мысль о том, что российский лидер, вероятно, не ожидал той сплоченности, которую показали страны Запада в ответе на вторжение в Украину.